Здравствуйте, мои хорошие и мои любимые. Тере-тере мукаллит мармиса. Доброе эстонское утро всем. Мы с вами все разбирались, расхламлялись. А сейчас я вышла, посмотрела, опять какие-то горы, свалки. Я, знаете, прямо оторопела. А потом поняла, что я начинаю собираться на дачу. А при сборах на дачу опять растут сетки, свалки. Вот откуда это все берется? Вот оно вот так вот, круговорот пакетов в квартире. И снова свалка. У нас одна причина для свалки, потом другая причина для свалки. То переезд. Но здесь тоже в какой-то мере можно назвать это переезд. Собираю вещи на дачу. Поломойку вон ту отвезу с зелененьким концом. Здесь всякое началось. Белье настирала. Вещи кое-какие, там косметика. Ну, в смысле, что шампунь, порошок, шляпа, конечно, нужно. В общем, опять начинается, опять какой-то великий переезд. Пока складывала, вспомнила, что есть у меня еще одна новая совершенно капсульная кофейная вот эта машинка. И, наверное, одну из них надо перебросить ее дислокацию на Чудскую. Надо дачу отвезти, короче, простым языком. И кофеварку вот эту капсульную тоже хочу увезти на дачу. У меня есть новая красная. Красную ставлю дома, установлю. Она не очень пользуется у нас спросом, честно скажу вам. Кристина еще иногда любит. Ну или когда по-быстрому надо что-то, кофе хлопнуть, то хряпнуть, хлопнуть. А так вообще не очень. Капсула у меня есть, новая машинка есть. Так что капсулу забираю, машинку здесь оставляю новенькую. Все. Вот новенькую принесла сюда. Чемоданчик. На это капсулы. Их я возьму на дачу к той машине. 36 капсул здесь. Уловаться. А эту здесь тогда оставлю. О, и здесь капсулы. И здесь капсулы. Капсул у нас с вами полно. Инструкция. Роман в 2 томах. Смотрите, какая симпатичная. Та-дам! И вовсе она не красная, а белая. Тоже белая. Ну вот. О. Здрасте, пожалуйста. А я же ожидала здесь красного цвета. Даже не знаю, я выставляю ее сейчас на лето. Надо она кому-нибудь, не надо. У нас, знаете, кофе пьется так, когда все вместе. Вот я могу одна еще кофе выпить, но муж как-то вот он вообще не пьет, когда один. Кофе — это значит беседа. Знаете, как чай бесед. Так и тут. Ну вот. В общем и целом. Немножко другое на конфигурации, как будто бы. Другую конфигурацию. Сюда, наверное, ставится капсула. Я так подозреваю. Вот у меня здесь свои есть. Ой, для нее только определенные капсулы, что ли? Слушайте. Это совсем не то, что я думала. Для нее должны быть узкие капсулы. Совсем другие. То есть обычные сюда и не подойдут. Вау. И вот она так ее защелкивает. Отсюда льется кофе. А потом отсюда, наверное, забирается старая. Ну ничего себе. А вода сюда. Включение здесь. Все совсем по-другому.
И цвет не тот, и капсула, что ли, не подходит. Фух. Тогда, значит, ее надо на дачу, а не мою. Ну, ничего себе. Тогда давайте посмотрим эти подарочные. Сейчас я ее открою, как потом вести. 36 это маленьких, вот этих узких. Да, сюда, смотрите. Они отличаются от обычных капсул. Я думала, они все одинаковые. Вот мои обычные на старой машинке. А это такие, они совершенно другие. Узенькие. Вот ее сюда. Воду сюда. А потом через некоторое время, когда накопится, вот отсюда из емкости все эти капсулы достанете. Вон оно что. Не, ну тогда можно на дачу. 36 плюс эти. Угу. 4 остаются здесь, а дачные уезжают. Видите, как здесь все? Как говорится, Кейрулина. Кейрулина. Работает, слушайте. Она еще и работает. Капсулу сюда. Нажимаешь вот этот хомут, и вам конфу. Размеры как в кафе. Но мы-то любим бадьи. Ну что ж, переучимся. Попробуем, что за капсула. И тоже ее надо останавливать принудительно, иначе она нальет воды. Нигде автоматики нету. Если хотите, можете еще капсулку. Да. Ой. Давайте еще капсулку. Тут что-то совсем... Что-то это совсем... Какие тоненькие, маленькие. А помните, мы ходили в гости, знакомились с Лешиной мамой, как сами туда в гости ходили, помните, да? Кто подписан недавно, ничего не помнит, ничего не знает, врубайтесь, включайтесь, у нас тут весело. У нас, узнаете, драйв такой, без отдыха, встал и пошел. Вечером упал, уснул, моргнул и утром. Ну так вот, тот раз я пирог отнесла с рабарбаром туда в гости. Кристина, вот, пирог отнесли, а дома пирога нет. Муж тоже говорит, все, да, весь ты пирог отнесла тогда, вообще весь, да, тогда. Ищет его на кухне сейчас. В общем, я решила испечь пирог и добавить туда не просто рабарбар, добавить туда еще немножечко клубники. Пойдемте пирог по-быстрому. Так это, без слов, так шик-шик-шик. Как в модных роликах, видеороликах под музыку, так все само делается. Вот бы еще так в жизни. Пирог. Еще сделаю пирог с рабарбаром. У меня осталось здесь, я не знаю, немного клубники. Я ее тоже сюда положу. Обычная песочная основа, заливка. Мы с вами, когда ходили в гости, такой пирог делали. Но только без клубники. Здесь сейчас еще чуть-чуть клубнички будет. А так все то же самое. Песочное тесто, заливка. В общем, все просто, но вкусно.
Ну и, конечно, какая дача без заготовок. Там готовить как-то, знаете, не то, что не с руки, но как-то так воздух, так вот. Или я так наготовлю здесь, что там готовлю я мало. Там рецептов, знаете, там все так по-простому, примитивно, что... Поэтому с собой берем котлеты. Мы с мамой обожаем котлеты. Холодную котлеточку. Утром на хлеб, кофе, на веранде, птички. Жужжат комары, кусают, сидеть на веранде невозможно. В общем, давайте котлеты делать. Гаити, Гаити. Не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Котлетки. Котлеты жарю на дачу. Начала собираться на дачу капитально. Так вот нажарю, заморожу в заморозку. И потом утром с кофе холодненькую одну на хлеб. И псе. Вот это. Готовимся, будем уезжать. Печенку не делаю. Это в этом году заготовки будут только котлеты. И Кристина не едет, у нее еще учебный год. И вообще она не хочет уже, она выросла. Она выросла, ни на какую дачу не хочет. Так что делаем только для себя. Ну и кто мне здесь мешает работать? Ни мышку не взять, ничего. Вот так вот достал. Ты пришел ко мне сюда, да? Полежать пришел, да? Скажи, работа какая-то. Да? Ты зайчик такой. Какой зайчик хороший. Вот так вот и живем, скажи, так и работаем, да? Да. Вот так вот. Че тебя корежит-то, а? Теплый, шерстяной такой кот. Ну что, мой зайчик? Да. На плечике лежишь, да, у меня? На плечике. Теплый, хороший. Ну, на сегодня все, наверное. Я уже не знаю. Устала. Как эти дни щелкают, как они быстро, вот это вот все. Боже мой. В общем, на сегодня пока все. Прощаюсь. До следующего видео. Подписывайтесь на канал. Ну, знаете эту песню, да? Проставьте лайки, да? Все знаете уже. Уже вместе со мной, наверное, это говорите, да? Вам не сложно, мне приятно. Поем вместе концовку. В общем, до следующего видео. Хорошего дня. Всем здоровья, мирного неба, солнышко в душе. И не только за окном, тоже желательно. И Атаяка. Пока-пока.